На днях в республике обсудили программу «Школьное молоко». Национальная программа уже работает более 70 лет во многих странах мира. Россия присоединилась к ней в 2005 году. Сегодня в 46 регионах страны школьники и воспитанники дошкольных учреждений получают необходимое количество молока в дневном рационе. О программе и ее внедрении в Якутии рассказывает Розалия Борисова. Лишь 5% выпускников школ сегодня можно считать полностью здоровыми. У каждого второго проблемы с пищеварительной системой. Таковы результаты исследования Минздравсоцразвития России. Одна из главных причин – несовершенство школьного питания. Решить проблему может всего 1 стакан молока. Продукт содержит почти все необходимые микроэлементы, витамины и, что самое главное, 40% от дневной нормы кальция. Но пока республика не может обеспечить детей 200 миллилитрами молока. Вот высокое требование к сырью. Это у нас сырье должно быть первого сорта, исключительно. Это практически премиум класса. Но у нас очень сложно вот это молоко сейчас получить. Но у нас вот окрестности города Якутска сейчас вот построили хорошие фермы, допустим, Чуи, вот здесь возле Якутска построили, да. И вот эти фермы могут отвечать на такое молоко. И вот поэтому сейчас по этому молоку у нас очень проблема есть. Только в одном предприятии мы можем это молоко производить. Это вот вновь построившаяся фабрика детское питание, так называемая, да. Фабрика начала работу с сентября прошлого года. Выпускает как переработанное молоко и творожок, так и йогурт и кефир для детского питания. В смену предприятие может выпускать до 10 тонн продукции. Но пока комбинат не может обеспечить ультрапастеризованным молоком образовательные учреждения. Предприятие сегодня не выпускает продукцию объемом, отвечающим требованиям школьного молока. Вот по этой программе разработан ГОСТ, школьное молоко, да, и как бы получается, что ежедневно детям дается молоко, упакованное в потребительскую упаковку на 200 миллилитров. А вот у нас в республике имеется только один объект, который может перерабатывать в такую упаковочную тару. Но чтобы она начала работать, нужно оборудование. На вторичном рынке оно стоит 30-40 миллионов. С необходимым объемом может справиться и один завод. 5500 тонн – это не очень много для производственных предприятий. Именно столько нужно для 144 тысяч детей республики, чтобы расти здоровыми. Розалия Борисова, Иван Семенов, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.